Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители и гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Какие события совсем скоро произойдут в вашей жизни? Пожалуйста, если тема интересна, всех приглашаю на гадание. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, планах, мечтах, ожиданиях. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие события совсем скоро произойдут в моей жизни? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какие события совсем скоро произойдут в вашей жизни. Так. Ну, что я хочу сказать, девочки. Кто планировал вступить в брак, кто ждал приглашений, предложений, там, не знаю, ну это именно брачная идет, брачная тематика, кто там хотел замуж выдать дочку, женить сына, не знаю. То есть здесь идет брак. Брак, два человека обмениваются кольцами, тут два кольца, и обручальное кольцо, и кольцо, которое вот... как оно, свадебное, да. То есть два кольца идут. Здесь люди вступают в брак, здесь заключаются брачные соглашения, здесь и ритуал проходит, все. Здесь именно идет и брак. Брак это может быть ваш, вам будут делать предложение, либо кому-то из ваших членов семьи, если вы там давно планировали, мечтали кого-нибудь из ваших близких наконец-таки пристроить, скажем так, у вас это получится. Мои милые, здесь идут хорошие, счастливые события. События, которые неожиданно, понимаете, вот какая-то неожиданность. Знаете, придет к вам, например, дочка ваша взрослая и скажет: мама, все, выхожу замуж, влюбилась, не могу, там, через месяц свадьба, да? Либо к вам мужчина обратится, ваш любимый, от кого вы долго ждали, и скажет: все, хватит тянуть, женимся, и будь что будет, да, там, хватает, не хватает, я тебя люблю, хочу быть с тобой, мне никто больше и не нужен. Может быть ситуация, что человек, который долго вас любил, долго о вас мечтал, вдруг вот к вам осмелится, проявится и скажет: все, любил тебя 10 лет, больше не хочу ни минуточки не ждать, не терпеть, все, идем расписываемся, иначе украду, все равно моей будешь. Понимаете, здесь вот именно идет счастье, счастливые, добрые события. Все эти события прекрасно отыграются у вас, потому что вы вышли венцом, мало того, что вы венец, у вас еще звезда в голове горит, понимаете? То есть все события будут идти в ваше исполнение, в ваше счастье и по вашему желанию, понимаете, против вашего желания тут ни высшие силы, ни кто бы то ни был действовать не смогут. У вас очень длинные ноги. Длинные ноги — знак того, что у вас будет очень много путешествий. Дороги, путешествия. Вы сможете и туда, и сюда попасть, и все дела свои порешать, и поделать, и даже удовольствие получить. Может быть, какие-то туристические поездки, ну не знаю, там, которые давно были запланированы, но почему-то там откладывались и не состоялись. Вот вас все это ждет. У вас по этому песочку, вот кто зашел именно на этот синий песочек, здесь какие-то бури прекрасных эмоций, да, когда вы наслаждаетесь жизнью. У вас вот все, как знаете, хватит переживать, хватит там решать какие-то деловые вопросы, финансовые. Вот сейчас наслаждайся. У вас идет именно, как это называется, акуна матата, да, наслаждайся жизнью здесь и сейчас. Enjoy, понимаете, вот это именно у вас происходит. Вы будете чувствовать себя прекрасно, вы будете чувствовать себя на волне. Знаете, вы поменяетесь, вы очень сильно поменяетесь буквально там за короткий период времени. У кого-то там месяц, у кого-то 2. Вы станете как будто бы совершенно другим человеком. Глазки блестят.
посвежело, порозовело. Знаете, вот вас знакомые, ну не то чтобы узнавать перестанут, будут вами восхищаться, честно. Вот вы встречаетесь с человеком, вы видите в глазах восхищение. Человек вам прямо от души, от сердца говорит: Господи, насколько ж хороша, да, тут прям постучу, чтобы так и было. Здесь именно события несут вам радость, наполненность, счастье, достаток, обеспеченность, полную реализацию. Причем, знаете, здесь вот как-то вас деньги особо не волнуют. У вас деньги есть. Вам деньги, вот смотрите, идут. У вас один кошелечек полный, руку протягиваете, к вам монетка идет. Вам нужна помощь. Тут неожиданно люди подходят, подкатывают, да, со своей помощью. Вас поддерживают. Здесь очень хорошая поддержка идет. Вам прям со всех фронтов. И ангел-хранитель поддержит, и люди поддержат, и высшие силы вас поддержат. Все идет к вам. Смотрите, звезда. У вас в голове звезда, над вами ваша звезда. Счастье светит. Светит она именно конкретно для вас. Вам она светит. Вам она несет исполнение, и вам она несет счастье. Так, мои милые, давайте еще посмотрим. Очень яркие события, очень яркий прям был рисунок, но мало. Да? Мы посмотрим еще, что еще нам покажет. То как-то маловато, на мой взгляд, да? Что еще? Так, синий сапфир. Прекрасный знак. Синий сапфир, причем не один, два. Угу. Смотрите, совсем скоро откроются тайны. Откроются тайны, которые касаются вас, ваших близких, каких-то... Знаете, вот что вас мучило, что не давало вам покоя, наконец-таки вскроется, причем каким-то таким образом, да, что вы особо, ну, не стараетесь, да, не получить эту информацию, она к вам сама придет неожиданно, негаданно. Эту информацию я вижу, что вы используете правильно, с умом, себе во благо. Вот смотрите, второй рисунок идет подряд. Опять вы у меня в центре, вот она вы, и в голове у вас уже не звезда, а сапфир. Сапфир — это тайна, сапфир — это подарок небес, он голубой, он отгоняет все беды и несчастья, он лечебный. Понимаете, вот в Турции здесь все пользуются назаром. Назар — это, по идее, голубой глаз, да? Потому что здесь очень мало голубоглазых людей, и они привлекают к себе очень большое внимание. Поэтому люди изготавливают такие вот штучки назары, они могут быть в любом виде, из любого материала, их везде приспосабливают, да. У маленьких деток есть такие маленькие булавочки, на которых маленькие назарики, обязательно на левое плечо вешают, да. Вот это защита голубой. У вас вот на голубом песке именно выходят знаки защиты. Понимаете, девочки, у вас вот прям высшие силы за вами горой стоят. И мало того, еще и тайны раскрываются, то, что вас беспокоило. И вот эти все тайны, они могут касаться чего угодно. Могут касаться вашей личной жизни, могут касаться близких, рабочих вопросов, там, я не знаю, там, каких-то, может быть, масштабов, там, я не знаю, вселенной, да, страны, государства. То есть все вам в копилочку, все вам на пользу идет. Вы здесь... Но просто богиня, понимаете, вы богиня. У вас в подчинении, ну как подчинение, да, вот под вашим началом два человека, вот один, вот второй. Я бы так сказала, что может быть... Если вы в сложных отношениях, если у вас проблематичные отношения, то здесь как бы либо история закончится, либо история будет иметь продолжение, но уже в другом формате, с другим человеком. Я вижу, что в каком бы вы сейчас состоянии бы ни были, у вас два человека на пороге. Либо один уже есть, и второй новый приходит, либо если никого нет, то два новых человека к вам идут, и вы между этих двух людей выбираете. Но выбрать трудно, потому что люди какие-то, ну, похожие, одинаковые, каждый вас по-своему привлекает, каждый вам по-своему нравится. Я вижу, что вы будете общаться, но тут, ну не знаю, эти два человека, они равны. Посмотрите, вот один человек, а вот второй человек, они хорошие, они оба хорошие и оба такие, знаете, вот... Смотрите, в чем разница между этими двумя людьми? Один человек ваш, либо знакомый, либо бывший, то есть человек не новый, человек уже с багажом, понимаете, у него уже какой-то багаж есть с вами вместе прожитый, нажитый. Может, это ваш какой-то приятель, друг детства, да, одноклассник. Второй человек совершенно новый, он идет с факелом, он идет осветить вашу жизнь, ваш путь, то есть какие-то, может быть, подсказочки и знания вам дать.
И вы будете выбирать из двух людей. Это либо два мужчины, которые идут в вашу жизнь, либо, кстати, два новых друга, товарища, подруги, две новых. То есть новые люди, вот обновление, да, обновление. Причем, еще раз говорю, да, вот где-то будет поставлена какая-то точка. Вот отношения и та ситуация, которая есть на сегодняшний день, она отомрет. Вот как хотите, да, она себя уже изжила. Просто она держится на вашей доброй воле. Вам это тоже уже надоело, и вы будете все там менять. Если отношения были сложные, если отношения были проблематичные, то здесь будет какой-то конкретный серьезный разговор, когда вот действительно этот сафир начнет работать, все вскроется, какие там неприятности между вами были, что вам мешало, что вас разъединяло и что вам делать с этим дальше. Кто-то действительно поставит точку. Но эта точка будет, знаете, такая не взрывная, что раз там взрыв, все разлетелись в разные стороны и зализывают свои раны. Нет, это будет точка очень спокойная. Это будет точка, когда люди действительно как взрослые, да, договариваются, примиряются и вот решают, да, что не сложилось, не случилось, не судьба. Значит, мы хотя бы останемся там, не друзьями, пусть приятелями, да. Либо наоборот, человек признает, что был неправ, что вот все, я все понял, осознал, ты мне нужна, дорогая, я буду меняться. И вы тоже, понимаете, вы тоже должны будете поменяться, потому что здесь все-таки ситуация идет, когда ваша вина тоже какая-то присутствует, понимаете, вот как обои-ребоя, понимаете, вот такое идет. Если вы готовы, то отношения можно пересмотреть, и все может случиться, все может произойти. Если нет, еще раз говорю, у вас в любом случае будет соблазн, у вас еще один человек идет, который совершенно новый, неизведанный, да, вот что-то такое, диковинка идет, странненькое что-то. Таких людей не было, таких общений не было, таких разговоров не было, так на вас никто никогда не смотрел, так вас никто никогда не любил. Понимаете, у вас будет соблазн окунуться в какую-то новую, неизведанную, доселе непонятную вам жизнь. Вот то, что показывает в сериалах, в книжках пишут, вот вы не испытывали таких ощущений, вот не было у вас таких страстей горячих, а вот с этим человеком все возможно. Если не испугаетесь, если захотите, вот, пожалуйста, человек будет к вам идти. Он вообще у вас по правую руку стоит. То есть я бы сказала так, что здесь 65% девочки выберут новую счастливую жизнь. Вот такая ситуация. Так, что касается у нас еще одного сафира. Этот еще один сафир, он идет на исполнение. Исполнение мечты, исполнение желания. По крайней мере, у вас откроются глазки, у вас развяжутся ручки, ножки, и вы уже сможете дотянуться до своей мечты. Да, поймать свою удачу за хвост, свою птицу удачи, да, за хвост. Это к вам идет. Здесь у вас и подкова, и тюльпанчик, и помощники к вам идут, понимаете? Здесь именно... Я уж не знаю, мои милые, в какое время бы вы не включили это гадание, в какое бы время вы его не смотрели, и несмотря на то, сколько времени пройдет с момента создания этого видео, это видео, оно счастливое. Я не буду специально его каким-то там хайпом подписывать. Вот кто найдет, тот найдет. Кто посмотрит, тот посмотрит. Это видео меняет жизнь. Это гадание, оно очень сильно энергетически наполненное. Здесь идут предсказания на полную перемену. На 180 градусов жизнь поменяется. Я уверяю вас, счастливым людям, у которых все хорошо в жизни, оно не попадется. Оно попадется тем, кто давно уже просит высшие силы о переменах. Мои милые, высшие силы слышат. Здесь прямым текстом написано: мы тебя слышим, мы тебя спасем, мы тебе поможем. Так что, мои милые, перемены будут просто сногсшибательные. Здесь жизнь поменяется от и до, в лучшую сторону. Таких перемен вы, как говорится, и не ждали, и не гадали. Все прям пойдет, знаете, посыпется на вас. Рог изобилия на вас посыпется. Вот что будет происходить. Вы, пожалуйста, ничего не бойтесь. Идите к своему счастью. Никаких там опасений, оглядываний назад, по сторонам. Ничего это не нужно. Только лишь вперед. Смотрите вперед и вверх, девочки. Ваше место туда. Да? Туда. Ваш взгляд должен быть направлен, и вам нужно наверх. Наверх. Ни в коем случае не вниз, и не посидеть, и не подождать. Забудьте эти слова. Вы победительница. Вы богиня. Вы идете к своей цели, и вы к ней дойдете. Высшие силы наконец-таки
подают вам свою руку. Пожалуйста, возьмитесь за нее. Ни от чего не отказывайтесь, собирайте все подати, все благости, которые на вас будут сыпаться, собирайте. Даже если будет казаться, что много чересчур, карманчики набивайте. Карманчики, сундучки, кошелечки. Все равно пригодится. Так что, мои девочки, готовьте, все будет замечательно. И еще раз, да, в какое бы время вы не посмотрели это видео, знаете, что оно лечебное, оно волшебное, и оно обязательно через месяц-полтора принесет вам большое счастье. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.